Уважаемые коллеги, я, Наталья Аркадьевна Сенина, вас приветствую и поздравляю с началом учебного года, нового учебного года. Очень хочется, чтобы он был здоровым, спокойным и плодотворным. Влияние нравственное, написал когда-то Константин Дмитриевич Ушинский, составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями. Ни для кого не секрет, что сегодня мы испытываем очень большой дефицит милосердия, сострадания, душевности, взаимовыручки, толерантности, в конце концов. Поэтому не случайно в конце июля президент подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Именно поэтому вторая тема, которая была предложена Министерством просвещения для августовских педсоветов и конференций, как раз-таки и касается воспитательной деятельности образовательных организаций. В новом учебном году учителям придется писать календарные воспитательные планы, которые войдут в рабочие программы по воспитательной работе. И я думаю, что учителям русского языка и литературы в этом отношении повезло больше, чем другим предметникам. И повезло именно потому, что мы работаем с текстами в широком смысле этого слова. Это и художественные произведения, и классика, и современность. И это различный дидактический материал, который мы используем на своих уроках и во внеурочной деятельности. Но ведь и материал этот бывает разным, и подбирают его по-разному. Ну вот, например, все тексты, которые использует наш авторский коллектив во всех пособиях издательства «Легион», и для подготовки к ВПР, и для подготовки к ОГЭ, и особенно для подготовки к ЕГЭ, обладают огромным воспитательным потенциалом. Об этом говорим не только мы, об этом всегда говорите вы, наши коллеги, которые работают по нашим пособиям. И мы очень тщательно следим именно за отбором текстов. И это, конечно, не единственный критерий, который лежит в основе отбора текстов, но об этом мы поговорим на наших вебинарах и уже говорили неоднократно. 10 лет назад в связи с переходом в ГУС была принята концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая вам хорошо известна, и в ней перечислены наши базовые национальные ценности. Вы их прекрасно знаете. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Здесь нет ни одной составляющей, которая не была бы представлена и не была бы отражена, например, в наших пособиях. Что это? Патриотизм, любовь к России, к своей малой родине, социальная солидарность, справедливость, милосердие, честь, достоинство, я цитирую по концепции, гражданственность, служение Отечеству, семья, уважение к родителям, забота о старших и младших, труд и творчество, уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность, настойчивость, традиционные российские религии, представления о вере, духовности, толерантности, искусство и литература, красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни – это то, чем мы живем в своих книгах и в своих текстах. Природа, экологическое сознание, заповедная природа, ну и, наконец, человечество, мир во всем мире. Я хочу сказать, что мы располагаем огромным массивом материала с воспитательным потенциалом. Надо лишь найти ответы на некоторые вопросы. Например, на что обращать внимание, как встроить имеющийся материал в урок, во внеурочную деятельность и в урочную также. Какие формы и какую методику использовать? На все эти и другие вопросы мы ответим вам на наших вебинарах. Уважаемые коллеги, присылайте свои вопросы, пожелания на сайт издательства «Легион». Мы всегда рады встрече с вами, ведь мы работаем для вас. Здоровья вам, дорогие!